Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах, альхамдулиллах, вассалату вассаляму аля расулиллах. Продолжаем наши лекции на тему уроки поминания Аллаха, зикруллах. И мы с вами несколько уроков посвятили. Этого, конечно, очень мало. Нужно еще больше и больше и чаще поднимать эту тему. Это калимату таухид. Это слова единобожия. Ла иляха илляллах. Что нет истинного божества, кроме единого Аллаха. И один урок мы с вами посвятили аятам, которые призывают к этому слову, которые разъясняют нам значение этого слова, ценность этого слова. Один урок посвятили сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тем хадисам, которые также призывают нас к ля иляха илляллах и объясняют нам достоинство этих слов. Ну, несомненно, эти слова, если поставить на чашу весов, а с другой стороны поставить все, что существует, да, все творения Аллаха, то есть это 7 небес, земля, конечно же, несомненно, как Нух, алейхиссалям, сказал перед смертью своему сыну, что, несомненно, вот эти слова, они окажутся на чаше и тяжелее, и ценнее, поэтому и важнее. Поэтому все, что было создано, это все ради этих слов, ради единобожия. Поэтому самое большое преступление в исламе, самый страшный грех в исламе, это когда раб ищет себе другого хозяина, другого Господа, чтобы поклоняться ему. То есть это самая большая несправедливость. Как Лукман Хаким, когда давал назидание своему сыну, он что сказал? «Я бунайя, о сыночек мой, ля тушрик билля». «Ля тушрик билля». То есть не делай ширк Аллаху. Никого не предавай Аллаху сотоварищей. Никому нельзя поклоняться помимо Аллаха. Есть Аллах, все. И что сказал? «Инна ширка ля зульмун азим». Воистину ширк, многобожие, является ля зульмун, не просто зульмун, несомненно является зульм, несправедливостью. Какой несправедливостью? Азим. То есть величайшей несправедливостью. Почему Аллах назвал ширк несправедливостью? Потому что, что может быть несправедливее, когда Аллах его создал, и он был ничем? Валям таку шай'a. Аллах говорит: я вас создал, я тебя создал, и ты был ничем. Не было ничего. Ни одной клетки, ни одной молекулы не было. И Аллах его создал. И он существует только благодаря кому? Только благодаря Создателю. Если бы Аллах его не создал, то нет других создателей помимо Аллаха. Поэтому он был ничем, Аллах его создал. Аллах наделил его всем, что необходимо для его жизни. То есть это воздух. Нет воздуха, кроме воздуха Аллаха. Это тепло. Нет тепла помимо тепла Аллаха. Это свет. Нет света помимо света Аллаха. Это ризк. То есть каждый из нас, даже будучи в утробе матери, он уже нуждается в чем? В пропитании. Ему нужна вода, ему нужна еда, ему нужны калории. И нет еды, нет риска, помимо риска, который Аллах дает нам. Нужна мать, которая рожает ребенка. Мать — это создание Аллаха. И Аллах нам дал наших матерей. Аллах вселил, внушил в сердца матерей такую любовь, такое милосердие по отношению к дитя. Это невозможно рассказать, невозможно написать это. То есть это милосердие матери по отношению к своему дитя. То есть, чтобы
они нашли в себе силы вырасти, воспитать, проявлять столько терпения, сабра в воспитании детей, да? Это же все Аллах, это все Аллах. Это все Аллах, поэтому... И вот этот человек в один прекрасный день, да, день, который Аллах ему дал, жизнь, которую Аллах ему дал, он начинает искать в себе для поклонения кого-то другого. То есть он отворачивается от Аллаха и говорит: о Аллах, все, я вот буду Ему поклоняться, я буду Ему взывать. И как Аллах говорит, они взывают тем, которые не слышат их. То есть многие изваяния, которые сами собственноручно строили те же арабы, да, вот эти из камней, из дерева, из фиников даже лепили, как дети лепят из пластилина, да, потом поклонялись, да, все они, как Аллах говорит, они не видят, они не слышат, и они не могут им помочь. Как камень, который не способен ни слышать, ни говорить, не видеть, как он, этот камень, если его пнешь, он упадет, он сам даже не встанет, так ведь? Как он может помочь ему? Вот поэтому в чем несправедливость? А именно в том, что человек ищет для себя другого божества. Это величайшая несправедливость. Поэтому Аллах назвал это величайшей несправедливостью. Очень часто люди ищут в жизни правды, хотя у многих, конечно, правда она своя. То есть вот эти критерии, которые ему помогают определять, что есть правда, что есть ложь, да, к сожалению, у многих людей это нафс. Его нафс определяет, что для него истина, что для него ложь, что для него правда, а что для него неправда. Поэтому очень многие люди ищут справедливости в жизни. Они недовольны этим, недовольны тем. Ему вот этого правильно, он там нанимается, что-то сделал, ему дали, и вот он думает, что он уверен, что ему не додали, он заслуживал большего, и так далее, и так далее. Но вот человек, который ищет по натуре правду, да, он же должен понимать, да, если он сделал там на 1000 рублей, и ему дали 500 рублей, это несправедливость. Да, ему должны были на 1000 рублей дать, так ведь? Мы согласны, это несправедливость, но человек, который здесь ищет справедливости, почему он не задумывается над этим? Ведь арабы, те же арабы, они же понимали, они же не отрицали существование Аллаха. Поэтому в Коране вы мало найдете аятов, которые доказывают нам существование Аллаха. Потому что люди никогда, как ученые акиды, которые изучают веру в Аллаха, веру в сердцах людей, они говорят, что никогда такой проблемы не было. В истории человечества, в истории древних народов не было такой проблемы, чтобы люди перестали верить в Аллаха, перестали верить в Творца. Люди всегда верили в Творца. Люди всегда верили в Аллаха. Но проблема была в чем? Они помимо Аллаха поклонялись другим ложным божествам, которые не достойны поклонения. Это народы пророков, к которым пришли пророки. И поэтому Аллах говорит: «Валя инса альтахум». То есть Аллах обращается к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, если ты спросишь у них, у многобожников, «Ман халяка ас-самавати валь ард», кто создал небеса и земли? Они что скажут? «Ля якулунна Аллах». Они непременно скажут Аллах. Они все понимали это. Они верили в Аллаха. Они понимали, что дождь не спосылает Аллах. Они понимали, что детьми одаривает Аллах, что пропитание от Аллаха, жизнь и смерть от Аллаха. Но почему они ищут для поклонения кого-то помимо Аллаха? Поэтому это огромная несправедливость. И человек, который ищет какой-то справедливости, он должен это понимать. И сегодня многих людей, они не могут понять самую страшную несправедливость. То, что ему немножко не додали, это, наверное, с его нафсом связано. А то, что он живет, вот у некоторых людей спрашивают: тебе сколько лет? Ему там говорят: мне 40, мне 50, мне 60. Я говорю: машаллах, 60 лет. Вот эта земля служит тебе. Кто это может отрицать? Никто.
Эта земля служит ему. Он бросает вот так зернышко маленькое, и Аллах оживляет это зернышко. Это зерно вбирает в себя, всасывает в себя влагу, и вот эта влага вода создает атмосферное давление страшное, которое может прорвать все трубы. Да? И вот это зерно, оно начинает выходить, оно вырастает. Аллах превращает его в колос. Каждый колос, там по сколько десятков зерен, да? Это же земля, она служит этому человеку. Вот это солнце 50 лет, служит тебе. Вот эти глаза, которые Аллах тебе дал, это тело, которое Аллах дал тебе, это все тебе сколько лет служит. Вот эта жена, которую Аллах тебе дал, вот эти дети, которым ты радуешься, это Аллах тебе дал. Вот эта машина, этот дом, тебе же все Аллах дал. И ты в жизни ни разу один ракат намаза не прочитал? Нет. И ты в жизни ни разу не преклонился перед ним. Ему спасибо не сказал. Может быть, как-то рассказал уж Аллах ашкар. Даже, может быть, сам не понимая этого. По привычке, да? Поэтому, вот это и есть несправедливость. По отношению к кому? К Аллаху. К Аллаху. Поэтому ширк, когда человек, понимая, что есть Аллах, зачем искать кого-то, зачем просить у кого-то, когда можно просить у единого, у могущественного, у того, кто одаряет нас, ар-Раззак, аль-Ваххаб, который аля кулли шайин кадир, над всякой вещью мощен. Почему мы оставляем его и начинаем искать себе те божества, которые являются созданиями Аллаха, которые являются теми существами, которые даже себя не могут защитить, не видят, не слышат и так далее, и так далее. Поэтому Ибрахим, алейхиссалям, когда разбил ложные божества, а оставил самого главного, среди ложных божеств, его же спросили, а кто это разбил? Так, говорит, вот он, говорит, разбил. А как? Вот спросите у него, если он может вам ответить. То есть он же призвал людей призадуматься. Все люди смеются, как он может ответить? Вот я и говорю, как он может ответить. Так ведь? То есть они же посмотрели на Ибрахима, ты что, нас за дурака считаешь? Как мы можем спросить у него, как он нам может ответить? Вот Ибрахим это имеет в виду. Как он может ответить? Этот камень. Так ведь? Поэтому калимату таухид, ла иляха илляллах. Конечно, можно и нужно много говорить об этом, потому что в судный день это самое важное, что будет на чаше весов наших благодеяний. Переходим к тасбих. Тасбих, то есть говорить слова Субханаллах. Субханаллах. Мы с вами посвящали даже отдельную лекцию 4 словам, которые посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, назвал ахаббуль калями иляллахи. То есть это самые любимые слова перед Аллахом. Этот хадис в Сахих Муслим, сборнике имама Муслима, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ахаббуль калями иляллахи арба. Самые любимые перед Аллахом слова 4 слова. 4. Первое — Субханаллах, о чем мы будем говорить сегодня. Второе — Вальхамдулиллах, хвала Аллаху. Валя иляха илляллах, и нет достойного поклонения, и нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Валлаху акбар. То есть Субханаллах, Альхамдулиллах, ла иляха илляллах, Аллаху акбар. И мы с вами посвящали отдельную лекцию именно достоинствам вот этих 4 слов. Иншаллах, давайте будем сегодня говорить про калимат Субханаллах, слово Субханаллах. Субханаллах, вообще тасбих, все-таки и в тафсирах на русский язык переводится как слава Аллаху. То есть если альхамдулилля слово переводит все-таки хвала Аллаху, а здесь больше переводит как слава Аллаху. Я, конечно, не такой
знаток русского языка, но я сам искал и у Google Хазрата спрашивал, да, все-таки в чем разница, вот именно хвала, слава Аллаху, да, слава, хвала, или там, например, восхваление и восславление. Но, к сожалению, сам я таких источников не нашел. Но в арабском языке, и это есть, субханаллах, богатство арабского языка, не просто так Аллах не спаслал самое свое важное откровение, самое последнее откровение всему человечеству. На каком языке? На арабском языке. Арабский язык – это богатейший язык. Нет богатее языка на земле. Нет. Ни русский, как бы он сегодня, состояние русского языка, например, это мое мнение, русский язык намного богаче, чем татарский язык. Хотя многие татары меня сейчас проклянут, да, Аллах сахласам. Но сегодня татарский язык – это то, что осталось от татарского языка. К сожалению. Это то, что осталось от татарского языка. И на то есть причины. Я сейчас не буду эти причины, это не язык татарского языка, да. К сожалению, он у нас очень нищий язык, особенно у нас. Это вот сбор слов, мы даже синонимы не можем подобрать, да. А русский язык намного сегодня и словари, синонимов, там, это богаче. Но арабский язык, с этим ничто не может сравниться, ни один язык. Поэтому каждое слово, оно имеет свое значение. Оно имеет свое, вот тот же Ар-Рахман Ар-Рахим. Как мы переводим? Милостивый. Ну, где-то милосердный. Но это одно и то же. Кто-то говорит, что нельзя говорить слово милосердный. Это там с сердцем связано, а нет доказательств, что Аллах есть сердце. Да? То есть это можно много обсуждать. Но это одно и то же. Милость, милость. Но на самом деле Ар-Рахман, Ар-Рахим, там есть различия. Так ведь? Где Ар-Рахман – это милость Аллаха, которая касается всех его творений. А Ар-Рахим, здесь речь идет о милости Аллаха по отношению только к верующим. Поэтому различия есть. И, например, мы об этом говорили. Есть, можно сказать, «Альхамдулилля». Как дела? «Альхамдулилля». Можно сказать «Ашукру лилля». То есть «Аллаха шукр, альхамдулилля». Ну, мы все одинаково понимаем это. Но на самом деле есть разница между «Альхамдулилля» и «Шукру лилля». Поэтому между «Субханаллах» и «Альхамдулилля» тоже есть разница. Есть разница, но здесь уже арабский язык. Здесь уже не только с точки зрения языка мы смотрим, а именно с точки зрения шариата, с положения шариата. И вот 4 слова. Самый первый назвал «Субханаллах». Так ведь? Ну, мы начали с самого важного «Ля иляха илляллах». Потом перешли к «Субханаллах». Давайте сегодня посмотрим аяты. На следующей лекции посмотрим хадисы, которые будут указывать на достоинство этого слова. В Коране тасбих, то есть восславление Аллаха, мы находим в более чем 80 местах. То есть Аллах в той или иной форме повторяет это слово в 80 местах. 80 местах. То есть это уже о чем-то говорит. Так ведь? То есть на самом деле много аятов. И он повторяет, призывает к этим словам в разных формах, используя разные методы. Иногда мы просто видим, что Аллах приказывает нам восславлять Его. Он призывает нас, то есть это амр. Амр, то есть это Он призывает нас восславлять Его. Как, например, сурат Аль-Ахзаб, 41-42 аяты, где Аллах говорит: «Я юхулладина аману», о те, которые уверовали, удкуруллаха зикран кафира. То есть поминайте Аллаха многократно, многими, большими поминаниями. Многократно, не просто поминайте иногда, да, а поминайте многократно, часто, зикран кафиран, васаббихуху, и славьте Его, саббихуху, говорите тасбих, славьте Его, букратан ва асиля, и по утрам, и по вечерам. То есть Аллах здесь призывает нас, чтобы мы восславляли Его. Сурат Аль-Ахзаб, 41-42 аяты. Иногда Аллах
использует глагол прошедшего времени, то есть саббаха. Как, например, суратуль Хашр, сура Сбор, 1 аят. Саббаха лилляхи, то есть славит Аллаха, восславляет Аллаха, ма фис самавати ва ма фил ард. Все, что на небесах и все, что на земле. То есть Аллах говорит нам, что все, что на небесах и все, что на земле, не только кто, да, не только живые существа, а даже неживые предметы, все, что на небесах и все, что на земле, все они восславляют Всевышнего Аллаха. Ваху аль-азиз, и Он могущественный, аль-азиз, и аль-хаким, то есть мудрый. Суратуль Хашр, 1 аят. Иногда Аллах использует глагол настоящего времени. Вот здесь был прошедшего времени, а есть настоящий. Не говорит саббаха, а юсаббиху. Это уже глагол настоящего времени. Например, суратуль Джум'a, начало, 1 аят. Юсаббиху лилляхи, то есть восславляет Аллаха, славит Аллаха, ма фис самавати ва ма фил ард. Все, что на небесах и все, что на земле. Аль-Малик, то есть Аллах является царем, властелином, вся власть принадлежит ему. Аль-Куддус, то есть это Аллах святой. Аль-Азиз, могущественный и мудрый. Аль-Хаким. Аль-Малик аль-Куддус аль-Азиз аль-Хаким. Суратуль Джум'a, 1 аят. А иногда Аллах использует имя, то есть отглагольное имя, которое произошло от глагола саббаха, то есть, например, субхан. Субхана раббика, раббил иззати амма ясифун, ва саламун аля аль-мурсалин, вальхамдулиллахи раббил аламин. Это сура Саффат, 180, 181, 182 аяты, где Всевышний говорит субхана раббика, то есть славен твой Господь. Но иногда мы переводим, что это субхана, то есть пречист Аллах. Потому что все-таки значение этого слова пречист Аллах от всех недостатков. То есть у Аллаха не может быть никаких недостатков, что касается его сущности и что касается его атрибутов. Поэтому пречист Аллах, славен Аллах, твой Господь, Раббил иззати, то есть Господь могущества, амма ясифун, и то есть пречист Он от всего того, что приписывает Ему. То есть очень часто люди заблуждаются и начинают приписывать Аллаху то, что не подобает Его величию. Например, кто-то приписывает Аллаху пол и говорит, что Аллах мужчина. Астагфируллах. Аллах не мужчина и не женщина. У нас у татар есть огромная проблема, которую мы должны искоренять. Да? Татары, когда детям рассказывают про Аллаха, очень говорят часто Аллах Бабай. То есть Бабай это дед. Мы уважаем старшее поколение, но мы понимаем, что дед это две проблемы. Первое это он мужчина. То есть Аллах не может быть ни мужчиной, ни женщиной. Это участь Его творений. Аллах так пожелал, что мы были созданы парами. Так ведь? Мы пары. Даже это показывает нашу слабость. Потому что мы нуждаемся в паре. Мужчина нуждается в женщине, женщина нуждается в мужчине. А то, что Аллах не делится на мужчин и женщин, это показывает, что Он Аллах. Он не нуждается ни в ком. Поэтому Он не мужчина, не женщина. И вторая проблема, Бабай. Он уже пожилой. И ему немного осталось. А Аллах вечный. Аллах, Он не подчиняется времени. То есть время для нас это. Мы рождаемся, растем, стареем, ну кому ж Аллах дал, да, возможность. А Аллах вечный. Аллаху самад, аль-ауалю валь-ахиру. Поэтому, то есть Аллах говорит, субхана раббика, то есть пречист твой Господь от всего того, что приписывает Ему. То есть люди приписывают, что у Аллаха есть супруга. Аллах не избирал для себя ни супругу, ни ребенка. Аллаха нет детей. Лям ялид, валям юляд. Так ведь? Не родил и не был рожден.
Вассалямун аля аль-мурсалин, и приветствие, мир посланникам, вальхамдулиллахи раббил алямин. И вся хвала Аллаху, Господу миров. Сурат Ус-Саффат, 180-182. И вот Аллах пожелал так, что 8 сур Корана начинаются с таспиха. 8 сур Корана начинаются со слов Субханаллах. Именно тасбих. Это первый аят. Суратун Нахль. Нахль это как переводится? Пчела. Намль – муравей. Нахль – пчела. Аллах говорит, это амруллах. То есть, придет повеление Аллаха. Судный день, он настанет. В этом нет сомнения. Фаля таста'джилу. И не надо его торопить. Не надо торопить. Веление Аллаха придет. Обязательно. Субханаху ва та'аля амма юшрикун. И пречист он, преславен он. Ва та'аля. И превыше он от того, что они приобщают. Амма юшрикун. То есть от всего того, что, кого приобщают ему. То есть они же приравнивают к Аллаху вот эти истуканы, эти изваяния, кто-то солнце, кто-то дерево, кто-то еще кого-то что-то, так ведь? То есть, субхана, Аллах пречист от всего этого. Аллах выше от всего этого. Суратуль Нахль, 1 аят. Суратуль Исра. Аль-Исра, то есть ночное перенесение. Субханаллади. Аллах говорит, субханаллади. То есть славен тот, пречист тот, который асра би абдихи лейлян, который перенес своего раба, кого? Посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Откуда? Миналь масджидиль харам, с мечети запретной, заповедной, или аль масджидиль акса, в мечеть аль-Акса, в Иерусалиме. Аллади баракна хауляху. То есть мечеть Акса, окрестности которого Аллах благословил. То есть Аллах не спаслал баракат в окрестности этой мечети. Линурияху мин аятина. То есть Аллах почему, для чего перенес его ночью? Чтобы показать ему наши знамения. Иннаху хуассамиуль басир. Воистину он слышащий и видящий. Суратуль Исра, 1 аят. Сурат Аль-Хадид. Как переводится хадид? Железо. Сура железо, 1 аят. Саббаха лилляхи. То есть восславляет Аллаха ма фис самавати валь ард. Все, что на небесах и на земле. Ва хуаль азизуль хаким. И он могущественный, мудрый. Суратуль Хадид, 1 аят. Суратуль Хашр. Аль-Хашр. Как переводится? Хашр. Махшар майдану дибис. Судный день махшар. То есть место сбора всех людей. Хашр – это сбор. Суратуль Хашр. Саббаха лилляхи. Аллах, первое слово. Восславляет Аллаха все, что на небесах и все, что на земле. Вахуаль азизуль хаким. Аллах повторяет те же свои качества. Он могущественный и мудрый. Суратус Саф. Ряды, да? Саббаха лилляхи ма фис самавати ва ма фил ард. Восславляет Аллаха все, что на небесах и на земле. Ва хуаль азизуль хаким. Сурат Ус-Саф, 1 аят. Суратуль Джумуа. Сурат Аль-Джумуа. Так ведь не Джумга. У нас Джумга. Джумуа. Джумуа переводится как сбор, да? Тоже. Аллах, собрание. Аллах собирает нас. Юсаббиху, поэтому Джумга дома не читается. Это уже не собирается. Так ведь? Юсаббиху, здесь уже фи'аль мударих. Здесь уже глагол настоящего времени. Юсаббиху лилляхи, восславляет Аллаха, ма фис самават, все, что на небесах, ва ма фил ард, и все, что на земле, аль-маликил куддусил азизил хаким. Сура Джумга, 1 аят. Сурату Тагабун. Тагабун, как там, взаимный обман, да? Взаимный обман. Тагабун. То есть два человека. Взаимный обман. Тагабун.
Всевышний говорит, «Юсаббиху лилляхи», то есть восславляет Аллаха, «Ма фис самавати ва ма фил ард», все, что на небесах и на земле, «Лахуль мульк», вся власть Ему, «Ва лахуль хамд», и вся хвала Ему, «Ва хуа аля кулли шайин кадир», и Он над всякой вещью мощен. Сурату Тагабун, 1 аят. Сурату А'ля, Субхана Раббияль А'ля, то есть Аллах наивеличайший, наивысочайший. Саббихисма Раббикаль А'ля. То есть здесь уже идет фи'аль амр, то есть восславь имя Раббикаль А'ля, Господа твоего наивысочайшего. Аллади халака фасауа, который сотворил фасауа и дал облик. Фасауа. Он же не просто сотворил, он же дал облик. Так ведь? То есть не просто Аллах творит, Он дает облик. Он в прекрасном виде сотворяет нас. Поэтому есть глаза, есть уши, все на месте. Валлади каддара фахада. И тот, который определил фахада, и который направляет нас, наставляет нас. Валлади ахраджаль марга фаджагаляху гусаан ахва. Суратуль А'ля. И вот некоторые ученые говорят, что тасбих в Коране имеет, получается, около 30 направлений. 30 направлений. И вот из этих 30, 6, они направлены в сторону ангелов. То есть здесь речь идет о восславлении ангелов. 6 из них. 9 восславлений, 9 тасбихов в Коране приходят про пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. То есть в этих аятах, в этих 9 аятах речь идет о тасбих кого? Пророка, саллаллаху алейхи, чтобы он восславлял Аллаха. 4 аята приходят про других пророков. То есть это тасбих других пророков. 3 аята приходят о восславлении хайванат, животных, валь-джамадат, то есть неодушевленных предметов. И 3 аята приходят специально про верующих, и 6 аятов, остальные 6 аятов приходят про тасбих всех махлюка, джами'уль махлюка, то есть всех созданий Всевышнего Аллаха. И вот первое, все не будем аяты приводить, но некоторые давайте посмотрим. Вот первое, что касается ангелов. Например, сурат Гафир, прощающий. 7 аят. Аллах говорит: «Аллазина яхмилуна аль-арш». И те, которые несут трон Аллаха. То есть речь идет о каких ангелах? Хамалатуль арш. То есть существует сколько ангелов? 8 ангелов, которые несут трон Аллаха. Так ведь? «Аллазина яхмилуна аль-арша ва ман хауляху». И те, которые несут трон Аллаха и وَمَنْ хауляху, то есть и те, которые возле него, вокруг него, يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, они восславляют хвалой своего Господа, وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, и веруют в Него, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, и просят прощения за тех, которые уверовали, и так далее, и так далее. Сурат Гафир, 7 аят. Вот здесь речь идет тасбих. Чей тасбих? Тасбих ангелов. Также Всевышний говорит, когда Он обращается к мушрикам, к многобожникам, Аллах знает, что многие из мушриков, к которым Он обращается через своих посланников, они отказываются от поклонения Аллаху. Они отказываются уверовать в Аллаха и поклоняться Ему. Поэтому Аллах говорит, после обращения к этим многобожникам, Аллах говорит: «Фаинистакбару». Но если они возгордятся, то есть мы же знаем, что многие люди, они не хотят принимать истину. Они не хотят уверовать в Аллаха, они не хотят поклоняться. И причина тому у многих людей это гордыня, это высокомерие. Шлабит, такабрлек. И вот поэтому Аллах говорит: но если они возгордились, фаллазина инда раббика, ведь те, которые возле твоего Господа, юсаббихуна лаху билляйли ван нахар, они восславляют Его ночами и днями.
Денно и ночно они восславляют. То есть, этот аят о чем? О том, что если какие-то мушрики отказались поклоняться, уверовать в Аллаха, то найдутся те, которые поклоняются и восхваляют Всевышнего Аллаха. Их очень много. То есть Аллах не нуждается в нем, в его поклонении. Он не нуждается даже в поклонении кого-либо. То есть Аллах ни в ком не нуждается. Но Аллах говорит, очень много ангелов, которые поклоняются Аллаху денно и ночно. Уагум ля ясамун. И сколько бы ангелы не восхваляли, не восславляли Аллаха, им это не наскучивает. То есть ангелы, они день и ночь восхваляют Аллаха. Они день и ночь восславляют Аллаха. День и ночь они поминают Аллаха, и они от этого никогда не устают. Им от этого никогда скучно не бывает. Вот иногда бывает, что мы берем в руки книгу, пару страниц прочитали, и нам как-то, скучно становится. Идем, там, телевизор включает, у кого уж есть телевизор, да? Там чай попьет, да? Нафс свой утолит. Утолять свой нафс не скучно. Поспит там, да? Но ангелы, это такие создания, они сколько бы Аллаху не поклонялись, им это ни в коем случае не наскучивает. Поэтому Аллах говорит, «Уагум ля ясамун», и это им не наскучивает. Сура Фуссилят, 38 аят. И об этом же. «Валяху ман фис самавати валь ард», и ему принадлежит все, кто на небесах и на земле, «Ваман индаху», и те, которые возле него, «Ля ястакбируна ан айбадатихи», они никак не превозносятся над его поклонением. То есть они никогда не отказываются поклоняться ему надменно, из-за гордыни, из-за высокомерия. «Ан айбадатихи валя ястахсирун», и они никогда не устают. Им, ангелам, не нужно отдыхать от поклонения. Они не устают. Вот люди, они устают. Нам надо отдохнуть. Мы отдыхаем от намаза. А что делать? Нам надо поспать. Да? Мы отдыхаем от уразы иногда. Даже тот факт, что мы уразу держим, а вечером разговляемся. Так ведь? То есть, но ангелы, они не устают. «Юсаббихуна лейля ван нахара», они восславляют Аллаха аль-лейля, ночами, ван нахара, и днями, ля яфтурун, и они никак не ослабевают от этого. То есть люди слабеют, а ангелы не ослабевают. То есть это вот тасбих ангела. Суратуль Анбия, сура пророки, 19-20 аят. Также сура Саффат, то есть это те, которые выстроившиеся в ряд, да? «Ва инна ла нахну аль-мусаббихун». Воистину мы аль-мусаббихун, то есть те, которые восславляем Аллаха. Это вот как раз слова восславления, тасбихат ангелов. А следующие аяты, это аяты, которые касаются нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И из них несколько. Например, сурат Аль-Хиджр, 98-99 аяты. Всевышний говорит: «Фасаббих бихамди раббика», восславь хвалой Господа своего, Раббика, Господа. То есть Аллах обращается к кому? Пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. «Вакум минас саджидин», и будь из числа тех, которые делают суджуд, падают ниц перед Аллахом. «Ва'буд раббака», и поклоняйся своему Господу, «хатта я'тиякаль якин», пока не придет к тебе, якин — это как бы убежденность, которая исключает все сомнения. А здесь ученые говорят, речь идет именно о смерти. То есть поклоняйся Аллаху, пока смерть не постигнет тебя. И этот аят некоторые заблудшие течения используют как это такая степень, когда раб достигает этой степени, ему можно уже намаз не читать. Были, например, там последователи, как его звали, имам Ахмад аль-Кадьяни, Ульдинду, альхамдулилля. И его последователи, они говорили, что человек может в поклонении, в имане, в богобоязненности достигнуть такого положения, что там харамы ему уже не запрещаются,
он намаз может не читать. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, получается, он не смог, пусть Аллах меня простит за эти слова, достичь такого, так ведь? Он же до смерти он поклонялся Аллаху. И вот поэтому Аллах говорит: «Вахбуд раббака», поклоняйся своему Господу, пока не придет к тебе смерть. Все. До конца человек должен поклоняться. Также Аллах говорит: «Фасаббих бихамди раббика вастагфир». Пророк, он обращается к пророку, сурат Ан-Наср, 3 аят. «Фасаббих бихамди раббика», то есть «фасаббих», «восславь», «бихамди раббика», хвалой своего Господа, «вастагфир», и проси у него прощения, «иннаху кана тауаба», воистину он принимает покаяние. Что касается других пророков, например, сурат Аль-Имран, семейство Имрана, 41 аят, где Всевышний обращается к пророку Закария. Закария, алейхиссалям, который, знаем, которого Аллах связал с Марьям, то есть он был учителем Марьям, мать Иисуса. И также мы знаем, что Закария, Аллах испытал его, не дав ему ребенка. У него не было детей, да? И он очень долго просил у Аллаха, и Аллах одарил его Яхья, алейхиссалям. И вот Аллах говорит: «Васаббих», восславь, «бил ашийи валь ибкар», то есть восславь Аллаха по вечерам и по утрам. Аль-Имран, 41. Также про Закария, алейхиссалям, Аллах говорит: «Фаауха илейхим ан саббиху букратан ва ашия». То есть Закария призывал свой народ, чтобы они всегда восславляли Аллаха. То есть они всегда говорили тасбих Аллаху. «Фаауха илейхим», то есть он призывал их, «ан саббиху», то есть Аллах не спаслал Закария завет, то есть приказ, чтобы он призывал их, свой народ, чтобы они восславляли Аллаха букратан ва ашия, по утрам и вечерам. Сура Марьям, 11 аят. Также Юнус, алейхиссалям, когда оказался в утробе кита, он обратился к Аллаху. Он покаялся к Аллаху, обратился к нему словами «Ля иляха илля ант, инни кунту миназ залимин». И вот Аллах говорит, то есть ответ, Аллах говорит: «Валауля кана миналь мусаббихин», если бы он не был из числа мусаббихин, то есть тех, которые восславляют Аллаха, говорят ему тасбих. Ну, в некоторых тафсирах говорится, что здесь речь идет о намазе. То есть Аллах назвал намаз тасбихом, потому что намаз — это тоже восславление. Если бы он не был из числа восславляющих Аллаха, ла лабиса фи батнихи, он непременно остался бы в утробе кита иля яумин юбаатун, до судного дня, до того дня, когда люди будут воскрешены. Сурат Ас-Саффат, 144 аят. Что касается верующих, вот сегодня у нас уж аяты как бы. Что касается верующих, Аллах говорит: «Я юхалладина аману», о те, которые уверовали, удкуруллаха зикран кафира. Поминайте Аллаха многократно, васаббихуху, и восславляйте его букратан ва асиля, по утрам и вечерам. Фи буютин, в домах, речь идет о мечетях. Адин Аллаху ан турфа, которые Аллах разрешил воздвигнуть. То есть дома, которые Аллах разрешил нам построить. Поэтому, если есть у нас среди нас строители, они это понимают, получить разрешение на строительство. Да? Вот, поэтому не мэр Москвы Собянин разрешает или запрещает строить мечеть, не управление там архитектурой строительства. Это Аллах должен разрешить. Если Аллах разрешит, остальные тоже они присоединятся. Поэтому Аллах говорит: «Фи буютин», в домах, которые Аллах разрешил воздвигнуть, построить. «Ва юдкара фиха смуху», в этих домах поминается имя Его. «Юсаббиху лаху фиха бил гудуви валь асаль», и восхваляют, то есть они восхваляют Его
в этих мечетях билгудуи валь асаль, то есть по вечерам и по дням и вечерам, риджалюн, мужчины, ля тульхихим тиджаратун, то есть ни торговля не может их отвлечь, валя бай'ун, ни купля-продажа не может их отвлечь от чего? Ан зикрилля, от поминания Аллаха, ва икамис саля, и от выстаивания намаза. Сурату Нур, 36-37 аяты. Что касается животных, мы знаем, что и животные, которые не обладают разумом, которые не говорят понятным для нас языком, они тоже восславляют Аллаха, они поклоняются Ему. Например, Суратуль Исра, Всевышний говорит: «Тусаббиху лаху самавату саб'у валь арду ва ман фихинна». Восславляет Аллаха 7 небес и земля, и все, кто в них, как на 7 небесах, так и на земле. «Ва им мин шайин», и нет ничего, «илля юсаббиху бихамди», ничего и никого, который бы не восславлял Аллаха. То есть, значит, каждый предмет, каждое животное, каждое насекомое, каждое растение, все, абсолютно все восславляет Всевышнего Аллаха. «Ва им мин шайин», и нет ничего, который бы не восславлял Его хвалой. «Валякин ля тафкахуна тасбихахум». Но вы не понимаете их тасбиха. Мы можем понять тасбих деревьев? А? Нет, мы этого не слышим. Мы можем понять тасбих животных? Мы этого не слышим. Мы можем понять тасбих рыб, например, они же не говорят, да? Мы это не слышим. Но на самом деле они восславляют. И поэтому Аллах говорит: «Валякин ля тафкахуна тасбихахум». Но вы не понимаете их тасбиха. «Иннаху кана халиман гафура». Суратуль Исра, 44 аят. Вот тоже хотел вспомнить аят. Сура Сад про Дауд алейхиссалям. «Инна сахарна аль-джибаля ма'аху». Аллах говорит: воистину мы подчинили горы вместе с ним. То есть Аллах подчинил горы, и горы начали восславлять Аллаха вместе с Даудом алейхиссалям. «Юсаббихна биль ашийи валь ишраб». То есть они так же, как и Дауд алейхиссалям, восславляли Аллаха по ночам и дням. «Вот тойра махшура». И также Аллах говорит, и также мы подчинили птиц, собранных птиц подчинили. «Куллю лаху ауаб». Каждый из них обращается к Нему. Кому? К Аллаху. Каждый из них обращается к Аллаху. То есть тасбих. И есть другие аяты, тоже про птиц есть. Вот тойру софат, распростертые, то есть птицы с распростертыми крыльями. Куллюн кад алима салатаху. То есть каждый из них, он знает свой намаз. Он знает свою молитву. Уатасбихаху. То есть каждый из них знает свою молитву и знает свой тасбих. Каждый. То есть каждое животное, птица. Валлаху алимун бима яфалюн. И Аллах знает то, что они творят. Сурату Нур, 41 аят. Что касается обращения ко всем махлюкат, созданиям. То есть Аллах говорит: «Саббаха лиллахи ма фис самавати ва ма фил ард». Восславляет Аллаха все, что на небесах, и все, что на земле. Здесь речь идет о всех творениях. О всех творениях. И вот слово «субхан». Субхан. Субханаллах. Субхана раббика. В Коране Аллах повторяет в 25 местах. В 25 местах. И каждый раз мы видим, что вот это слово «субхан», то есть «пречист Аллах», «пречист твой Господь», да, с одной стороны идет подтверждение восславления Аллаха, то есть с одной стороны восславляется Аллах, а с другой стороны Аллах отрицает какие-то описания, какие-то атрибуты, которые мин сифат идзам, которые не подобают Ему. То есть, которые как бы унижают Его. Вот, например, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. И сказали они говорят: Аллах избрал для себя ребенка, то есть сына.
То есть это унижение Аллаха. Это качество не подобает Аллаху. И они сказали, что Аллах избрал для себя сына. Субхана. Пречист он. Пречист он от того, что избрать для себя сына. Баллаху ма фис самавати валь ард. Ему принадлежат все, что на небесах и на земле. Куллюлляху каниту. То есть сначала идет отрицание того, что не подобает Аллаху, потом идет субхан, то есть пречист Аллах, пречист он, а потом идет восславление Аллаха. Так ведь? Это у нас суратуль Бакара, 116 аят. Также, многим известны суратуль Саффат. Это окончание суры, где Всевышний говорит «Субхана раббика, раббил иззати амма ясифун». То есть, пречист твой Господь, Господь могущества, амма ясифун, от того, что ему приписывают. От того, что ему приписывают. Вассалямун галяль мурсалин, и до конца. Субханаллахи амма юшрикун. Пречист Аллах от того, кого приобщают ему. То есть пречист Аллах от всего, что приобщают ему. Амма юшрикун. Васубханаллахи хайна тумсуна ва хайна тусбихун. То есть пречист Аллах, когда вы достигаете вечера и когда вы достигаете утра. Валяхуль хамду фис самавати валь ард ва ашиян ва хайна тудхарун. Сурату Рум, 17-18 аят. То есть таких аятов много. И вот 25 аятов, где Аллах повторяет вот эти слова именно субхан. С одной стороны, отрицая то, что приписывает ему, да, вот эти унижения, и с другой стороны, восславляя его. И на самом деле, субханаллах, Аллах пречист от всех недостатков. Вот это слова тасбихат. Как бы мы об этом ни говорили, сколько бы мы об этом ни говорили, Аллах выше всего этого. И на самом деле вот это слово «Субханаллах» является одним из лучших видов поминания Аллаха, поэтому мы должны часто повторять эти слова, особенно когда видим величие Аллаха, когда видим мудрость Аллаха, когда видим могущество Аллаха. Да? Поэтому даже когда мы там кто-то на пальцах, кто-то на этих, да, не в этом смысл, а вот именно в том, что когда ты говоришь «Субханаллах», ты должен понимать, что ты восхваляешь Аллаха, восславляешь Аллаха великими словами. Это величайшие слова. Это самые великие слова, поэтому ты должен думать о величии Аллаха, о Его мудрости, о Его прекрасных созданиях, о мироздании, о вот этой гармонии, которая, то есть не просто так, даже сам не понимает, о чем. Но это неправильно, поэтому надо, понимая эти слова, и в этом именно смысл, в этом ценность этого зикра. Иншаллах, давайте на следующем уроке вспомним хадисы, которые указывают на достоинство этого слова. Субханаллах. Субханакаллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.